Ну, получается какое-то некое как бы противоречие, потому что, с одной стороны, предварительное слышание, то есть слышание вперед, а с другой стороны, дослушивание, то есть, наоборот, как бы взгляд назад. А да. Вот какой-то, как же это совместить? Совместить, да? Значит, предварительно это слушать вперед. Значит, стремиться вперед. Вы понимаете, я тут должен сказать, что, во-первых, дослушивание – это не покой. Это не предыдущее дослушивание. И тем более не назад. Это слушать настоящее. Настоящее, которое находится в движении к следующему. Именно это движение звука к следующему, которое незаметно зрительно, и является зерном развития музыки. Зерном развития музыки не является вот один звук громче, другой тише. Нет, зерно тут, в дослушивании каждого и вливании в другое. Вот это зерно движения музыки, чтобы она не была статичной. Понимаете? Дослушивать – это не значит остановить движение. Наоборот, движение прерывается от недослушивания звука, как мы уже установили. Не дослушал, значит, движения единого нет, получается куски. А предварительное слушание – это не значит ускорять стремление к следующему. То есть, говорят, предварительно слушать – это значит стремиться к следующему. Ничего подобного. Предварительно слушать в этом случае, если мы будем ускорять стремление к следующему, то в этом случае фразы или отдельные звуки склеиваются, нарушается пульс, теряются грани и так далее. Например, приведем такой пример. Это так, чтобы, как некоторые делают, для того, чтобы движение в мозге обязательно вот ввести скорее. Этим самым нарушается тот характер этого лярго и место, который является основным в этой музыке. Наоборот, дослушивание каждого вот этого и переход в следующий. Вот в чем зерно движения музыки, она движется тогда. А так, наоборот, она суетится. Еще один пример. Вот скажем, сладкую грезу возьмем. Будем ли мы играть так? Вот стремлясь сюда. Прибавит ли это нам выразительность? Или наоборот? Теперь возьмем более сложное. Сонатское. Будем ли мы стремиться? Или же мы будем дослушивать? Да? Вот дослушаем. И новым вдыхаем. Ясно, что так логичнее, лучше и выразительнее, правда? Чем так что склеивать фразы и специально как какой-то вот у некоторых есть, знаете, не дослушав еще одного, уже стремиться к другому. Они считают, что этим самым они как-то оживляют музыку. Это неправильно. Вот такие и многие другие примеры свидетельствуют о том, что дослушивание не противоречит предварительному слышанию. Они сливаются в едином процессе.
Дослушивая данные, мы представляем следующее. Значит, примерно так, как в ходьбе. Вот когда мы идем, мы видим не только то место, на которое мы ставим ногу, но и дорогу впереди, правда?